о сути некоторых религиоведческих и культурологических исследований Шохана Уалиханова. Помимо всего прочего, Шохан Уалиханов вошел в историю как просветитель-демократ, путешественник, историк, этнограф и фольклорист. Наиболее древние и устойчивые корни национального менталитета казахов нашли отражение в ряде его исследований, и в частности в статьях «Следы шаманства у киргизов, казахов» и «О мусульманстве в степи». В плане исследования зороастрической природы шаманизма, по оценке авторитетных экспертов, Шохану принадлежит безусловное первенство. Зороастризм принадлежит к семейству и явлению универсального порядка, распространенных повсеместно. Ритуальные формы, символические действия, характерные для мифологии как всеобщей формы становления человеческого сознания, которой должен быть отнесен шаманизм, имеют непереходящую ценность в культурной жизни человечества. Зороастрийцы поклонялись множеству богов, силам природы, огню, воде, земле, солнцу, луне, ветру, отдельным абстрактным качествам, справедливости, ярости, разуму, истине. Огонь и солнце почиталось особо. Свойственный шаманизму культ огня в целом и в деталях, как правильно отмечал Шохан Уалиханов, зороастрического происхождения. Почитание огня, солнца, обожествление неба и небесных светил, культ предков. Признание богов, покровителей отдельных сторон бытия кочевников, кодекс должных поступков и запретов сохранились у казахов от зороастризма, как отмечал Шохан, в совершенной целостности. Всезнающему, премудрому и верховному божеству соответствует переданное через тюркскую традицию обозначение Тенгри – Тангер. Кук-Тангер – это небесная обитель и самоверховное божество. Отсюда выражение «Тангер жарылқасын», да наградит тебя небо. Кук соқсын, проклятый небом. Кук соқсын мені, клянусь небом. Или «да побьем меня небом». Огонь считается прародителем всего сущего, от она очищает души от скверны, обычаи аластама. Гнев страшен, целительное значение, всеобъемлющее огню, приносят жертвы в самых сокровенных случаях, при рождении ребенка или вступлении невесты в дом отца или деда мужа. О целительной силе воды, святости матери земли упоминается в древних тюркских руинических памятниках Культигину и Билге Кагану. О святости воды свидетельствует народный обряд шухтау, опрыскивание водой. Стихиям и некоторым предметам казахская традиция приписывает силу кие, поклоняясь которой и соблюдая определенные обряды, человек получает благословение от нее. Кут, то есть счастье и благополучие. Но эта же сила обладает и карательной функцией кесер, благословляющих и опасных сил, полон внутренний мир человека. Здесь неправильное влияние слова «сустиде» и конкретное действие глаза «кустиде». Синкретизм шаманства с исламом проявляется в таких принципиальных представлениях, когда Аллах отождествляется с Тенгри, архангел Азраиль со смертью, святость и святые аулия с арвахами, духами предков.